Уважаемые зрители, большая просьба, во избежание неловких ситуаций, отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Дорогие друзья, здравствуйте! Вас приветствует Академическая хоровая капелла Удмуртии. Наша сегодняшняя программа называется «Музыка Невы». И это значит, будут звучать произведения так или иначе, связанные с этим великим бессмертным городом. Городом Петроградом, городом Ленинградом, городом Санкт-Петербургом. Но вначале я хотел бы перед вами извиниться. Дело в том, что все наши афишные программы ведет Юрий Львович Толкач, но в связи с тем, что он все-таки переболел коронавирусом, он некоторое время будет находиться дома, но тем не менее он очень скучает без вас, как и мы. Передавал большой привет и сказал, что к 16 декабря он вернется к нам с вами вновь. А что это такое 16 декабря? Это день рождения Людвига ван Бетховена, великого немецкого композитора. И у нас здесь будет вечер немецкой музыки. То есть, вот понимаете, заодно и, так сказать, рекламу делаю. Там будет звучать в нашем исполнении нашего симфонического оркестра до-мажорная месса Бетховена. Так что милости просим там и поприветствуем Юрия Львовича. Ну вот, это отступление я сделал, а мы продолжаем нашу программу. Русский композитор, дирижер, певец рубежа 18-19 веков Дмитрий Степанович Бортнянский. Вот сегодня у нас 17 ноября, мы должны были открывать сезон в октябре, как раз в день его рождения, 27 октября, исполнилось 270 лет со дня его рождения, и, в общем-то, весь мир праздновал его каким-то образом.
Он был воспитанником, а в дальнейшем и возглавил ту самую придворную певческую капеллу Санкт-Петербурга, ну теперь уже Санкт-Петербурга, которая появилась на свет аж в 1476 году. Та самая капелла, которая неоднократно у нас бывала в Ижевске, у нас в гостях, которой сегодня руководит знаменитый великий Владислав Чернушенко. Ну и, собственно, наряду с Максимом Сазонтовичем Березовским Дмитрий Бортнянский явился основоположником русского хорового концерта классического типа, ну, который сейчас и прозвучит в нашем исполнении, один из этих концертов. Он называется «Воспойте, люди». Друзья, мы, конечно, сегодня волнуемся, потому что вот сегодня самый первый концерт в нашей филармонии, который проходит после снятия части
ограничений. И, конечно же, хочется сказать вам, знаете, низкий поклон, ну, все говорят низкий поклон, я его... Большое спасибо за то, что вы осмелились прийти на наш первый концерт. В дальнейшем, я надеюсь, у нас этих ограничений будет все меньше и меньше. Ну, а между тем мы продолжаем нашу программу. Александр Доргомышский. Знаете, его творчество идет формально сразу после творчества Глинки. В общем, он, конечно, был новатором и активным участником создания русской школы композиции. Его оперы «Каменный гость», ну и особенно «Русалка» – это по-настоящему новое слово по тем временам в мировой оперной музыке. Ну а мы для вас исполним кое-что. У него однажды он написал вокальный цикл под названием, который назвал «Санкт-Петербургские» или «Петербургские серенады». Он его написал не для концертного исполнения. Дело в том, что у самого Доргомышского Александра был прекрасный голос, высокий тенор, и они часто собирались с друзьями с тем, чтобы поиграть какую-нибудь музыку, попеть. И вот ровно для себя, для домашнего музицирования он написал вот эти вот серенады. Вначале их было 12, потом добавилось 13. Вот, и они стали необычайно популярны в вокально-хоровом мире. И давайте мы сейчас для вас исполним пару номеров из этих серенад. Итак, на стихи Антона Дельвига «Прекрасный день» и на стихи Александра Пушкина «Буря мглою небо кроет». Счастливый день, и солнце
Давайте перейдем из века XIX к веку XX. Но я подумал, что лучше всего будет это сделать через стихи Александра Блока. Ну, из всех самых ярких представителей Серебряного века, поэтов Серебряного века, он единственный был из Санкт-Петербурга. Ну и Петрограда, в общем-то. Вот я нашел такое стихотворение, посвященное этому великому городу и белым ночам. Придут незаметные белые ночи, и душу вытравят белым светом, и бессонные птицы выклюют очи, и буду ждать я с лицом воздетым, я буду мертвый с лицом подъятым. Придет, кто больше на свете любит, в мертвые губы меня поцелует, закроет меня благовонным платом. Придут другие, разрыхлят глыбы, зароют, уйдут беспокойно прочь. Они обо мне помолиться могли бы, да вот помешала белая ночь. Итак, дорогие друзья, мы с вами слушаем композицию, произведения на стихи Александра Блока, музыку Александра Фалика «Незнакомка».
Вы знаете, в советское время был очень популярен в хоровом мире, в хоровой среде, такой как композитор, как Вадим Салманов. Композитор с очень интересной судьбой. Он в 1941 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова и практически сразу же отправился на фронт. Ну и как положено настоящему мужчине, как настоящему композитору, в 1945 году весной он вернулся домой, в свой родной Ленинград, и приступил к композиторской деятельности. Музыка у него самая разная. Вот очень популярна была его поэма для хора и симфонического оркестра «12» на стихи Блока. И также очень часто звучал хоровой концерт «Лебедушка» на народные тексты. И вот сейчас мы споем для вас один из номеров вот этого самого хорового концерта «Лебедушка». Он называется «На море лебедь». Сольную партию исполнит Вера Яковлева. Напоминаю, для вас поет полное название «Академическая хоровая капелла Удмуртии». Oh
уже пели для вас кое-что из Юрия Александровича Фалика, ну, практически современного композитора, хотя его и нет сейчас с нами. Он и ленинградский, и успел немного побыть санкт-петербургским композитором. Но я в двух словах о нем напомню. Родился он в Одессе, вообще-то, он сам не коренной ленинградец, и закончил знаменитую школу-интернат. Ее многие закончили крупные музыканты. Школа-интернат в Одессе имени Столярского, она и сейчас активно работает. Закончил ее по классу виолончели. По классу же виолончели он в консерваторию и поступил. И более того, будучи студентом, он стал лауреатом одного из престижнейших виолончельных конкурсов в Финляндии, в Хельсинки. Но тем не менее, что-то такое случилось с ним, что он стал совмещать свою учебу в Ленинградской консерватории с учебой на композиторском отделении и, собственно, посвятил основную часть своей творческой жизни именно написанию музыки для хора. Конечно, он кое-что писал и для оркестра. Вот я должен вам сказать, что он неоднократно бывал, как минимум, на моей памяти он бывал 3 раза у нас в Ижевске. Он выступал в качестве председателя жюри. Был у нас такой фестиваль, конкурс «Гаудеамус» с 2000-х годов начиная. Как минимум 3 раза он был, мы с ним общались. Вы знаете, очень скромный, очень порядочный человек. А между тем, он ведь помимо того, что он композитор, он преподавал в Ленинградской консерватории, но преподавал немного и в Нью-Йорке. Он постоянно туда катался, вел преподавательскую деятельность. И что вот интересно, вот этот факт, я хотел бы, чтобы вы его запомнили. У нас в Ижевске он даже дирижировал, потому что это одна из его профессий, дирижирование. Конкретно он продирижировал с нашим симфоническим оркестром увертюру, посвященную столетию Чикагского симфонического оркестра, и, ни много ни мало, кантату Петра Ильича Чайковского «Москва». И причем продирижировал блестяще, очень жаль, что нет видеозаписи, но я видел, я вам рассказываю. И да, кстати, а хоровой коллектив был, это были сводные коллективы, все приезжие, студенческие. Вот, так что вот такой факт был. Так что вот какую-то лепту и в нашу творческую жизнь внес Юрий Александрович Фалик. Ну а сейчас мы исполним для вас 2 произведения из его хорового концерта, знаменитого, тоже довольно известного в хоровой среде. Концерт называется «Поэзы Игоря Северянина». Мы исполним для вас 2 номера – «Серенада» и «Хабанеро».
творчестве и о личности Георгия Свиридова можно говорить бесконечно. Но я, так сказать, все стараюсь ближе к Удмуртии, ближе к Ижевску. Вот в частности, на следующий год нашему коллективу исполнится 90 лет, вы, наверное, об этом знаете, но мы еще не раз напомним. Но за эти годы и десятилетия мы очень большое количество музыки этого прекрасного композитора исполнили. В частности, это и курские песни, это кантаты его с симфоническим оркестром мы пели. Это знаменитейший хоровой концерт «Пушкинский венок», весенняя кантата тоже с оркестром, кантата «Ночные облака» на стихи Блока. Далее на стихи Блока много мы пели действительно, в частности, его цикл хоровой песни «Безвременье» и так далее, так далее, так далее. Ну, а уж отдельных миниатюр и не перечислишь. Вот. Но сейчас мы исполним для вас такую маленькую, легкую, практически почти лирическую миниатюру, которая называется «Лебяжья канавка». Ну, многие из нас, конечно, бывали в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербурге. В Петрограде, я думаю, что из нас никто не побывал, да. И мы видели там вот эту самую Лебяжью канавку. Это, в общем-то, небольшой канал, а официально он называется Лебяжий канал. Он соединяет две реки, Мойку и, собственно, самую Неву. Это вот как раз летний сад и переход на Марсово поле. Вот там этот небольшой канал. Почему Лебяжья канавка? Потому что еще с 18 века, с века Петра, собственно говоря, Великого, туда из окрестных озер переселились лебеди, ну и, по-моему, они и сейчас оттуда, слава богу, не выселились. Вот. Но, тем не менее, все ленинградцы и петербуржцы называют это место Лебяжья канавка. Вот в документах Лебяжий канал, но вот велика сила традиции с 18 года, как привыкли канавка, так вот она и есть канавка, и это очень важно чтить традиции. Итак, академическая хоровая капелла Удмуртии исполнит для вас миниатюру Георгия Свиридова «Лебяжья канавка».
санкт-петербургский композитор Анатолий Королев. Его имя меньше известно широкой публике, ну, на мой взгляд, очень зря, хотя, собственно, он ровесник Юрия Фалика, и, собственно, он сейчас жив, слава Богу, и здоров. Я вот зачитаю фрагмент небольшой о его творчестве. О нем писала газета «Коммерсант». Странностями по-своему новаторскими обладает минималистическое кружево Королева. Главное в нем – способность запросто брать слушателя за руку, заручившись его доверием, и вести Бог знает куда. Музыка Королева не кричит, заставляет к себе прислушаться, не черствое ухо обнаружит в ней потаенные смыслы, подкупающие не холодной значительностью, но живой человеческой трепетностью. Вот такой фрагмент. Сейчас мы исполним для вас 3 хора Анатолия Королева на стихи Иосифа Бродского. Ну, редко кто из композиторов обращается к творчеству этого поэта. Ну, наверное, это обращение не случайно. Ведь в творчестве Бродского несложно обнаружить черты, близкие по характеру музыки самого Анатолия Королева. Давайте послушаем эту музыку. И так прозвучат 3 хора. Первый хор на Прачечном мосту, ну вот, собственно, еще одна достопримечательность географическая Санкт-Петербурга. Второй хор называется «Сон», и третий хор называется «Там, у твоей реки». Если кто-то первый раз будет слушать музыку Анатолия Королева, то будьте, пожалуйста, внимательны, она очень интересна. Thank you.
Валерий Гаврилин. Вы знаете, творчество нашего коллектива, оно, постоянно с ним связано. Я не знаю, уже с прошлого века, конечно, отдельными номерами мы поем его постоянно, по разным случаям, по разным поводам. Если не ошибаюсь, в 2013 или 2014 году, это уже надо смотреть в архивах, мы исполнили это произведение целиком, это перезвоны, симфония действа композитора «Перезвоны» по прочтению Василия Шукшина. Вполне возможно, что и вот уже на следующий сезон, не на следующий год, а на следующий сезон мы, может быть, тоже его повторим. А сейчас прозвучат два фрагмента из «Перезвона». Вот здесь у меня написано 5, не знаю, какие выбрать. Давайте так. «Воскресенье» для мужчин и «Вечерняя музыка» для женщин. Вечерняя музыка, солистка у нас будет тогда Анна Красильникова.
Так что, если будет на то ваше желание, то мы вам споем ее всю. Собственно, для чего мы и выходим на сцену, чтобы петь для вас. Сергей Якимов, вот это уже личность популярная. Можно сказать, что композитор этот санкт-петербургский. Хотя заканчивал консерваторию он как хормейстер, собственно, и работал хормейстером, и сейчас работает хормейстером, ну, в разных вузах, и в музыкальном училище, как сейчас говорят, колледже он работал в Ленинграде, сейчас работает в институте имени Герцена. Вот. Но основная его профессия все-таки композитор. И занимался он композицией, брал частные уроки как раз-таки у Юрия Александровича Фалика. Вот опять эстафетная палочка, традиции. Вот, ну, если уж быть опять ближе к нам, то буквально в этом году Сергей Якимов приезжал к нам в Ижевск, возможно, даже кто-то его видел, и он участвовал в мероприятии, был Большой хоровой собор, если помните, если кто-то посещает, 11 июня нынешнего года, да, у собора Александра Невского, когда вот мы пели кантату Прокофьева Александр Невский с нашим оркестром, Николай Роготнев дирижировал. И одно из произведений дирижировал как раз-таки у нас в Ижевске Сергей Якимов. Это из литургии Петра Ильича Чайковского «Верую». Так что и он уже потихоньку начинает прописываться в нашей музыкальной истории, и это очень важно, очень интересно. Сейчас мы для начала исполним его хоровую обработку, народная песня. Это будет народная песня, а там потом мы кое-что еще споем вам из его оригинальной музыки. Ну а сейчас его обработка, такая довольно свободная обработка народной русской песни. Как она называется? Что? Ну да, я вот всегда Калина, Калина, Малина, Малина, ну вот под горою Калина. Еще один не очень известный композитор. Может быть, это странно прозвучит, Андрей Петров. Он написал музыку более чем к 80 кинофильмов, и многие из них мы с вами помним. Ну, понятно, это «Человек-амфибия», конечно, это целый ряд, да? Однако у него очень много музыки, которую мы совершенно не знаем. Вот мне, предположим, вы найдете в поисковике «Балет сотворения мира». Если вы послушаете эту музыку, вы просто придете в восторг. Это блестящая, прекрасная музыка. Кроме того, я говорю только о той музыке, с которой мне удалось познакомиться. Скажем, опера «Петр I». Автор тоже, значит, Андрей Петров, она малоисполняемая. Вокально-поэтическая симфония «Пушкин». Там и балет, там и хоровые произведения, 3 акапельных хора, там и чтец, там и симфонический оркестр, и это нигде не звучит, а звучат только песни. И вот сегодняшняя наша встреча, вот я хотел бы, чтобы вы прониклись, так сказать,
тем, что Андрей Петров все-таки малоизвестный композитор, и где-нибудь на досуге, может быть, познакомились с его музыкой. Ну а сегодня мы уж не будем вас обманывать, исполним одну из его песен из кинофильма «Попутного ветра синяя птица». Очень такая душевная песня, мне она нравится. Песня о первой любви. Конечно, мы были бы совершенно неправы, если бы не вспомнили сегодня о Ленинградской блокаде. Ведь вы посмотрите, как в ту войну легко сдавались европейские столицы. То есть они вообще никто не защищался. И вот Ленинград, он выстоял. Этот подвиг мы просто не можем забыть. И вот, кстати, недавно, по-моему, по телеканалу «Культура» наконец-то сделали сериал, называется «Седьмая симфония». Да, когда юбилей был, значит, этого события, на экраны не вышло почти ничего. Ну, вот, может быть, это какая-то компенсация. Ну и в связи с этим мы исполним для вас произведение. Ну, кстати, почему я и говорю, Ленинград это не просто великий город, это вечный город. Мы привыкли к тому, что Рим это вечный город. После блокады уже и Ленинград вечный город. И вот песня Василия Соловьева-Седова, собственно, она называется «Песня о Ленинграде» или в другой версии «Наш город». За заставами Ленинградской
близится к завершению наша сегодняшняя встреча, но я обещал вам, что мы кое-что из Сергея Якимова вам споем. Очень популярная его, хотел сказать, песня, ну нет, не песня, произведение, но очень похоже на песню. На стихи Николая Гумилева «Кенгуру». Дорогие друзья, и подошел к концу наш сегодняшний концерт, наша сегодняшняя встреча. Ну, вот мы были первыми, ну а дальше сейчас концерты уже пойдут каждый день. И я хотел бы в первую очередь поблагодарить вас за то, что вы сегодня были с нами. Надеюсь, что время это, ну, вы не посчитаете сами для себя потерянным. Дело ведь в том, что все мы с вами прекрасно понимаем, что хоровая музыка, она, ну, коммерчески невыгодна, она не популярна, но тем не менее все-таки она, это великая музыка, это вечная музыка, как вечен Санкт-Петербург, ну то есть, а вообще хоровая музыка до него зародилась, но тем не менее первый профессиональный хоровой коллектив, он все-таки появившись в 1476 году, стал Петербургской певческой капеллы, а не московской. Таким вот образом, значит, и вы сами видели из микрофонов только вот, ну, я попробую, но оно и так слышно. А здесь вот было все ровным счетом вживую, так что вы, пожалуйста, приходите на наши концерты, и вы тогда увидите, услышите действительно живую музыку. Ну а сейчас немного рекламы, но рекламы живой, творческой. Про Бетховена я вам уже говорил. Французскую музыку мы с вами в январе послушаем. Но мы, помимо всего прочего, готовим еще и джазовую программу. И поэтому вот уже в феврале, 5 февраля, мы исполним джазовую программу. Так что милости просим, и давайте мы одно из произведений этой программы для вас сейчас споем. Так сказать, вот первые исполнители, первые свидетели, как вот в одном фильме говорили. Обработка, значит, Льва Накорякова, популярнейшая песня, советская джазовая песня «Неудачное свидание». Но когда мы будем петь «Неудачное свидание», мы все-таки будем надеяться, что сегодняшнее наше свидание все-таки удачное. Итак, академическая хоровая капелла Удмуртии. Удачное свидание. Мечтала встречи, как всегда.
Низкий вам поклон. Большое спасибо. С вами сегодня была Академическая хоровая капелла Удмуртии. И сейчас вот мы работаем под девизом «Победили фашизм, победим и пандемию». Ну что ж, до новых встреч, дорогие друзья.